Так, сказал бедняк. Старый спиннинг у меня. Будем сегодня макать. Так, что мы там приготовим еще? Что-нибудь приготовим. Подсачник приготовим, наверное, да? А вдруг на 5 килл, а у нас нету. Конечно, таким только бабочек ловить, но ничего, пойдет. Так, сюда ходи. Сюда ходи. Сюда ходи. Так. Инструмент сюда. Так, что попробуем мы? Что бы надо попробовать? Цуёки. 1,30 м. Заглубление вроде 1,5 метра. Попробуем его. Так, ребят, всем привет. Ну что, короче, сезон, ребят, прям дождей такой прям. Вчера вообще целые сутки дождь херачил так, что мама родная. Ну и сегодня такой денечек. Вроде как без дождя, но по прогнозу смотрю, ночью опять как хлынет. И, короче, только на следующие сутки остановится. Ужас, что творится. А малые реки, смотрю, поднялись, кофе с молоком. Ну, здесь вроде еще как более-менее. Решил, ребят, так возле деревни немножко обкататься. Покататься, потренинговать, походить дорожкой. В частности, приехал просто проведать лодку. Вычерпал воды. Воды просто было, не знаю, литров, наверное, 100, наверное, то и больше. Так что как-то так. Убрался немножко. Ну и так немножко, думаю, покатаюсь. Чего бы нет. Щучку жареную девчонки заказали. Надо исполнять. Попробуем поймать, ребята. Вот деревня, получается, понтонная переправа, соединяющая два села, грубо говоря, ну, две деревни. В общем, ну и здесь вот по обрывчикам похожу недалеко. Короче, погнали. Так, ребят, ну что, я взял сегодня старый спиннинг. Он у меня даже, знаете, с катушкой, со шнуром, я его даже не разматываю, так валяется. Я его поймал, кстати, на спиннинг я его поймал, трофейный, короче. Может, кто-то смотрел этот ролик, в общем. Не стал ничего там выдумывать, коробку воблеров. Ну и вот тут походим. Фрикциончик. Нормал, нормал, все, поехали. На реке уже, ребят, не знаю, в лес-то сейчас гонял немножко, погуляли. А вот, ну, не дает пока погода выскочить полноценно. И тут вот на домашних обрывах погуляем. Ветерочек. Хорошо. Мошки, комаров нету. Не знаю, как с рыбалкой будет, конечно, ребят. Ну, нам бы одну-две. Больше не надо. Схватила, ребят. Небольшая, походу. Может, окунь. Ну, что-то очень маленькое. Вот. Даже далеко не проплыл еще, ребят. О, щурок. Опа, стоять. Ну, правильно. Туда тебе и дорога. Больно маленькая. Так, ну что, воблерок работает. Сейчас вот немножко нас, конечно, в кусты закинуло. Сейчас отъедем. Тут недалеко. Маленькая, конечно, не в счет.
не пойдет такая. Слишком мало. Слишком мало. Вот так, что щучка активно берет. Может быть. Первая поклевка, ребята. Даже 100 метров не прошел. Ну, маленькая. Нам парочку и чуть покрупнее. Будет самый то. Где-то квасочек, ребята, у меня есть. Ручьи херачат, смотрю. Скоро вода на подъем пойдет. Уже видно. Трава вот тоже. Блин, плохие дела. Будем, ребята. Ой, хорошо. Квасок прям холодненький. Тема. Прошел, ребят, обрывчик. Мишанька там продольник поставил, проверяет. Голавлики какие-то попадаются. С детьми приехал. Не знаю, там еще ударчик был один. Такой похожий на атаку. Но может быть и зацеп, потому что вот есть что у нас. Непонятно, в общем. Так, ладно, поедем на следующий. Здесь недалеко за поворотом очередной обрывчик. Рыбачки ловили рыбу, а поймали рака. Опа, рыбачки сидят. Погодка сегодня без дождя, как говорю, люди поулетали. Смотрите, сколько гнезд, ребятки. Все в гнездах, офигеть. Вообще море просто. Сотни, наверное, сотни штук. По всему периметру они, ребят, идут. Ну вот очередной обрывчик. Правда, вон там тоже машина. Вот этот участок пройду до машины и все. Мешать не будем.
Так, что, ребятки, еще одно местечко. Там люди сидят везде. Не стал я мешать. Как бы сидят, что. Балдеют. Уехал я, короче, оттуда. Спустился тут еще на одно местечко. Местечко интересное. Бывало, нет-нет, давала щуку в этом районе. Так что пройду. Ну, тут буквально вот метров 300, наверное. 250. Попробуем. Все синее. Опять туча идет. Вроде днем не обещали, но смотрю, вон что-то такое прям неприятное. Такие дела. Ах, ребята, хороший сход был. Ё-моё. Хорошо бахнуло. Вроде тройники такие хорошие. А сходит почему-то. До этого тоже ездил. Две небольшие, правда, щуки были, но тоже что-то слетают. Цуёки. Блин, хороший, ребята, сход был. Вот как раз на этом углу. Уже, наверное, уколол. Мы пройдем еще раз. Есть, ребята. Мелкая, походу. Мелкая щучка, походу, ударила. Да ё-моё, что ты будешь делать, а? Еще рогайка. Тихо. Тихо, матушка, тихо. Тихо. Сейчас домой пойдешь. Вот такая, ребят. Засранка. Вот так вот. Так, там сход. Но я еще не допер. В этой локации тоже частенько попадается. Ну, там сход хороший был, прям. Я что-то только пока скорость, что-то пока туда-сюда. Все. Ну что. Ладно, спустимся, еще раз зайдем. Тут чуть-чуть не допер. Ну да ладно, ну не знаю, не буду менять воблера, ребят. Так-то у меня порядком. Вот, в основном это КДФ. Вот такого плана. КДФная. Кепка, кстати, у меня от КДФ тоже. Вот. Есть, конечно, у меня и косодачки японские. Такого плана. Вот такого плана. Косодака. 1000 рублей воблер. Охренеть. КДФный по 450 вроде. Это тоже косодака 750. В основном вот такие 1,5-2 метра заглубления, ребят. Больше на нашей реке делать нечего. Вот красноголовик иногда тоже работает. Не знаю. Может, поставлю. Ну пока что-то не знаю. Вот бьет. Цуёка работает. Цуёшки. Попробуем еще раз. Оп. Спрашивают, с какой скоростью идешь. Ребят, ну тут примерно, я не знаю. Во-первых, это воблера. Все зависит от воблера, от лопатки, заглубления.
Вот. Троллингом я стараюсь ходить только вверх по течению. Вниз по течению я не хожу. Вот. С другой стороны, еще сколько ты отпускаешь шнура. Если отпустишь дальше, ну, так, примерно, я отпускаю метров 20-25. Если ты отпустишь там 30 метров, то, соответственно, воблер у тебя еще сильнее будет заглубляться. Ну, как-то вот это так. Ну и все, и погнал. Примерно ход. Течение, опять же, слабое течение. Немножко добавляешь скорости. Течение сильное, там, ну, в общем, тут все так надо как-то на глаз регулировать, ребят. Вот записали, там, спрашивали. Такая рыбалка, конечно, это ленивая, но нет, так бывает вот. У меня к троллингу приросло, когда, ребят, была у меня пятерка. В общем, спущусь километров 20 на моторе, получается. Ну и наверх поднимаешься, глиссера с вещами нету. А там что, то полный газ идти, то чуть-чуть помедленнее, разницы нету. Ну и в общем так думаю, что просто так пустую подниматься. Возьмешь, поспанингуешь в какие-нибудь хорошие места такие. Вот так вот. Сегодня так, говорю, решил. Сейчас дно бьет. Мелко там, чувствую, там бьет дно. Такие дела, ребята. Слушайте, я не знаю, это или палка, или трофей. Палка, что ли? Я аж испугался. Да, коряга. Жесть. Надо же, блин. Такой удар, как бы как зацеп, потом пук и пошла. Она, видите, как идет. Вырвал он ее из земли. Думал, ну все, зацепил свою рыбку. Охренеть, блин. Аж испугался. Как раз устье, река впадает. Ну, тут вероятность на хорошую рыбейку, чего бы нет. Потому что, ну, мелочь всякая катится. Тут хищнику прям стоять одно удовольствие. Ах, прям, ребят, жесть. Ладно. Почему мотор глушу? Ну, потому что когда рыбу подводишь, ну, мотор боится, начинает чудить. Желательно, конечно, мотор заглушить. А так, в принципе, без разницы. Блин, а. Я сейчас испугался, ребята. Ну, пока как-то так, ребят. Две небольшие. Сход хороший. Там тычок. Не знаю. Ну, красота сегодня, ребят. Ни холодно, ни жарко, так, по кайфу. И комаров нету, блин. Одно удовольствие. Эх, ну... Нету, ребята. Не знаю, две поклевки, одна мелкая, один сход. Все. Прошел еще раз. Вот. Тут за поворотиком небольшой такой коряжничек тоже. Пройдем тоже, наверное, его аккуратненько. Заодно мотор надо пробздеть. Вот такой тут, ребят, коряжничек как бы. Я тут как-то проходил и не раз. Ну, что-то никогда здесь ничего такого не было. Не знаю, хотя место такое прикольное. Раньше пацанами еще паром был, переплывали речку и ходили сюда, спиннинг с берега кидали. Там грибы собирали. Место прикольное. Помню, тут у меня одноклассника щука такая хапнула, метра полтора, наверное. А мы такие пацаны, не знаем, что делать с ней. Короче, ушла она. Не знаю. Ну, конечно, все было по-другому. Столько времени прошло.
Раньше тут такой песочек был. А сейчас вот вообще все изменилось. Жареная щука на ужин, ребят, под вопросом уже. Вода, конечно, с ручьев прет. Вода сейчас будет подниматься. Плохие дела. Ладно, уже одну тогда, не две, одну тогда на килограмм. Так, ребят, деревенский пляж. Здесь купаемся. Ну, с той стороны получается. Ну, с таким летом еще не ныряли. Пройдем тут тоже обрывчик. Пить так пить, как говорится. Вот. Раньше тоже такое местечко крутое было. Сейчас вот обмелело. Раньше здесь на леща сидели, на удочку. Вон, а сейчас иду, вон 1,5 метра, ребята. Вон дно бьет. Ну так, пройдем. А вдруг? Напоследочек еще, наверное, попробуем деревенский обрыв. Да, нет. Ну, нету рыбы, ребят, возле деревни, нету щуки. Надо ехать дальше. Погнали. Еп. Еще раз пройдем. Да, нет. Такие дела. Есть, ребята. Есть. Опять небольшая. Ё-моё. Щурки, блин. Тихо. Подруга. Давай аккуратненько все сделаем. Ну, такая же, ребят. Мелкая. Ё-моё. Мелкая щука. Уже почти дохожу до конца ее, ударчик. Еще рогайки, блин, бьют. А более-менее нормальной щуки нету. Понятно, что обрывы заезженные. Тут что, возле деревни постоянно кто-то катается. Подвыбитый, конечно. Ну, как-то так. Самое интересное и самое обидное, что многие ребята вот такую щуку и забирают даже. Не дают расти. Поклевка, ребят. Спустился вниз. Ну, так еще раз пойду. Короче, ничего не меняется, ребят. Все по стандарту. На этот раз вообще монстр, прям монстр.
Ну, как воблер. Прям как воблер, ребята. Еще рогайка. Тихо, подруга, тихо. Тут немножко усик повредил. Я думаю, до свадьбы доживет. Давай. Эх, подружка. Ё-моё, а. Ну, хоть руки рыбы пахнут, ребят. Щукой. Да, нету крупной рыбы. Мелкая есть щука. Крупной нету. Понятно, что может и проходит когда-то. Ну, она тут не задерживается. Ее тут моментально подлавливают. Так-то вон вроде активная щука. Хорош, ребятки, хорош. Чем, говорит, хорош? Ну, как-то так. Хорош дырявить. Щучек маленьких нету крупной щуки. Кстати, вот что-то вроде как поклевывает суёки в таком цвете. Будем иметь в виду. А так ходовые, вот натуралочка ходовые у нас. Вот арбузики бывают, выручают. И вот красноголовик тоже нет поклевывает. Вот именно в таком цвете. Ну, это надо ходить, это надо рыбачить. А так, я говорю, раз в полгода скатался. За сезон раза 2-3. Все. Инструмент нам не понадобился. Подсак тоже не макали. Вон, ребят, бурлит все, смотрите. Вода на подъем. Сейчас пойдет. Это плохо. Это плохо. Погоды нет. Ладно. Ну вот, ребятки, как-то так. Ну, не знаю, такой пыл, знаете, что снял, как говорится. Тут пару часиков покатался возле деревни. Мелкая щука, жареху не поймали. Ну, будем, значит, сегодня грибы кушать. Шучу. Да нет, так в целом просто, ребят, что-то захотелось щучки свежей. Давно именно щуку не ели. Вот, думал так поймаю, но не получилось. Ну и ладно. В общем, ребят, как-то так. Такой небольшой ролик. Так, для поддержки штанов, как говорится. Ждем погоду, ну и уезжаем в тайгу. Может, на пару дней. Есть у меня планы заняться рыбалочкой. Я еще никогда так не рыбачил. Вот. Под вопросом пока. Вот ждем погоду, ребят. Сегодня вот говорю так, а вот вчера целые сутки был дождь. И сегодняшнего с часу там или с двух, вот тоже 90% заряжает и прям до самого следующего дня. Вот. Так что как-то так. Ну. Пишите, кстати, как у вас погода, ребят, как у вас вообще рыбалочка в целом, как грибочки, не грибочки. Очень будет интересно почитать. Как-то он так. Все, ребят, давайте связь, не болейте, быть добру. Я домой. Вон опять ручей херачит. Такие